Танцы народов мира, джазовые постановки, классика и современные ритмы – репертуар алданского хореографического ансамбля «Шармант», объединившего любительниц и поклонниц танцевального искусства, весьма разнопланов, а каждое выступление становится незабываемым. Они молодцы. Любой позавидует, хочу сказать. Они устойчивые физически, морально. Они всегда подготовлены. Мне очень это нравится. Они не опаздывают никогда. Даже раньше приходят меня иной раз. Сейчас у артисток ансамбля очередная репетиция. Девушки отрабатывают элементы нового танца, которые зрители смогут увидеть совсем скоро. В апреле на сцене районного дворца культуры состоится концерт. И мастерство творческому коллективу предстоит отточить до совершенства. У нас очень сплоченный коллектив, очень работоспособный. То есть понятно же, что да, когда коллектив, то обязательно должна быть поддержка. То есть там вот сейчас, например, Катя у нас в отпуске находится. Человек придет, что-то мы без нее разучили, выучили, там всегда помогаем, всегда дополнительные какие-то занятия собираемся. Ну, то есть вот на данном этапе у нас, да, максимально короткие сроки. То есть месяц мы смело, если мы все ходим, мы можем сделать хороший номер, качественно уже отработан. Зоя Пенигина много лет отработала техником-метеорологом. Сейчас руководит аэрологической станцией. Досуг же Зоя всегда стремилась проводить активно. И в «Шармант» пришла с самого начала его образования. А становление творческий коллектив начал без малого четверть века назад. Первоначально это была группа для занятий аэробикой. Направление на хореографию девушки взяли чуть позднее. Тогда нами руководила Галина Борисовна Земская. Это было сентябрь 2002 года. 26-й на дворе, мы еще здесь. Вот. Мы пришли сюда заниматься просто как бы аэробикой, шейпингом. Ну, то есть чисто двигаться для себя. Вот. Это было в сентябре. К марту Галине Борисовне уже стало скучно, потому что она всю жизнь занималась хореографией. Она сказала: давайте, девочки, подготовим к 8 марта танец. И мы сделали танец, такую веселенькую французскую мелодию. Естественно, он был максимально примитивным. Но, тем не менее, вот с этого все началось. На первых репетициях родилось и название ансамбля, навеянное нотами парижского городского романса. Взять коллективный псевдоним «Шармант», что в переводе с французского языка означает «прелестницы», предложила одна из участниц. В последние 3 года группой руководит хореограф-преподаватель Роза Антонова. Порядка 15 лет она обучает танцевальному искусству детей и подростков. Юные артисты студии «Стрекоза» известны как в республике, так и на Дальнем Востоке. Со взрослыми ученицами, по словам педагога, работать ничуть не сложнее. С приходом Розы Михайловны репертуар «Шарманта» расширился и обогатился. Артистки осваивают как танцы народов мира, так и иные направления хореографии. Она внесла такую нотку свежести и элементы современной хореографии в наши танцы, чем, безусловно, разнообразила хореографию «Шарманта». Пришла и окутала буквально нас своей харизмой, своей энергетикой, такой вот прям бешеной. У нее все горит в руках, и танцы рождаются вот прям на ходу. Поэтому и кроме этого она еще очень позитивный человек, и, естественно, это прям обволакивает и заряжает. Ольга Раменкова – ветеран МВД. Ранее она являлась налоговым инспектором. Сейчас работает в сфере золотодобычи. Как и другие участницы ансамбля, профессионально танцами Ольга не занималась. Однако гармония музыки и движений захватила ее с первого занятия. Коллектив объединил жительниц Алдана, тонко чувствующих искусство хореографии. Прелестницы трудятся в разных профессиональных сферах. Многие уже вырастили детей, а некоторые даже стали бабушками. Танцами же алданочки занимаются для души и к каждому представлению подходят очень творчески. Они подбирают костюмы. Мы, конечно, обсуждаем, чтобы смотрелось где-то блестящее, где-то черное, где-то что-то. Вкус есть. Сегодня без выступлений «Шарманта» не обходится ни одно праздничное событие. Стоит отметить, что ансамбль завоевал популярность не только в городе и районе. Артистки покоряют сердца зрителей всей Якутии. В числе наиболее весомых достижений девушки называют победу в международном конкурсе, инициаторами которого стали хореографы из Колумбии. В Якутске тогда это был конкурс
Мы поехали и заняли мы там 3-е место. Я считаю, что это очень круто. Он длился 2 дня. Первый день, по-моему, малышня всякая, ребятишки. И второй были взрослые в основном люди. Конечно, и костюмы у них шикарные, меха эти, и все. И мы там такие. Но я хочу сказать, когда мы вышли со своей мамочкой, со своей казачкой, колумбийцы встали и прямо кричали. То есть это было, конечно, самое такое яркое событие. Мы еще переписывались какое-то время с этим человеком. Я считаю, что, конечно, мы молодцы, потому что синициировали саму поездку мы. Любовь к искусству танца, сплотившая жительниц Алдана, положила начало теплой дружбе. Наряду с хореографией девушек объединяет множество общих интересов. 1,5-часовая репетиция шарманта, как всегда, прошла на одном дыхании. И в танцевальном зале собираются артистки еще одного коллектива Розы Антоновой. «Движение» – так называется танцевальная группа, объединившая 13 девушек и женщин. Движение – это спутник шарманта, так как шармант у нас народный коллектив, и после мы их преемники. Мы также ставим современные русские народные танцы, помимо руссконародных народные танцы. Также мы танцуем и якутский танец, сейчас индийский учим. Также у нас танго, все в современном времени. Участницам движения предстоит немалый объем работы. На апрельском концерте девушки также представят свои таланты на суд зрителей. И на репетиции необходимо как повторить уже подготовленные номера, так и продолжить изучение элементов нового танца. Конечно, сложно все равно. Мы не профессиональные танцоры, поэтому приходится, конечно, учить движение. Ну, Роза Михайловна у нас молодец, она старается всегда подобрать движение под нас, чтобы нам было комфортно. И какие-то сложные элементы мы отрабатываем прям вот долго-долго, чтобы у нас все всегда получалось. Танцевальная группа образовалась 3 года назад. Как и в шарманте, в движении профессиональных хореографов нет. В коллективе объединились алданочки, предпочитающие проводить свободное время активно, интересно, с пользой для здоровья и с удовольствием для души. Процесс сразу пошел слаженно и продуктивно, и сегодня репертуар движения обширен. Танцы народов мира, классические постановки, современные ритмы. Направления, стили и виды хореографического искусства девушки осваивают с энтузиазмом и интересом. Юлия Устюгова много лет работает в сфере образования. По мнению педагога, источником сил и вдохновения является увлеченность выполняемым делом. Когда-то давно, не знаю, в году, наверное, 2013-2014 немножко занималась, а в коллектив меня позвала Роза Михайловна. Мы с ней работали вместе в центре доп. Образования, она просто подошла, меня пригласила: не хочешь ли ты с нами танцевать? Я, конечно, согласилась. Светлана Магдич трудится в отрасли железнодорожных перевозок. В юности занималась плаванием, а первое знакомство с хореографией состоялось несколько лет назад. Начинать, по словам Светланы, было сложно. Конечно, очень. Понимаешь, что ты ни на что не способен, ни синхронность, ничего, движения никакие не получается, очень сложно было. Впрочем, упорство Светлане всегда было не занимать. Характер сформировался еще в ходе занятий спортом. А трудности она воспринимала как стимул к дальнейшей работе. И сегодня занятия танцами для Светланы стали больше, чем просто приятное времяпрепровождение. Это отдушина. Мы здесь отдыхаем, можно сказать. Без танцев жить, нет в наше время. Несмотря на то, что дома ждут дети, уроки, мы все равно приходим. Анастасия Заворотных работает в Алданской центральной районной больнице. Сопряженный с физическими нагрузками досуг не утомляет. Напротив, увлеченность хореографией раскрывает ресурсы и снимает усталость и напряжение. Приходим, стараемся, бывает даже больше, чем 2 раза в неделю приходим перед концертами, бывает и всю неделю репетируем, стараемся приходить, не пропуская. Хотелось бы, чтобы приходили на концерты больше людей, потому что мы, как артисты, отдаемся полностью зрителю. Искусству танца сердца алданочек принадлежат безраздельно, и к подготовке выступлений девушки подходят творчески и креативно, продумывая все штрихи выступления и мельчайшие детали костюмов. Костюмы мы приобретаем сами за личные средства. Мы все с девочками собираемся, ищем, всегда советуемся, чтобы это все вместе было. И приобретаем мы сами костюмы. Мы еще каждую поздравляем с днем рождения.
Вот у нас так вот сложилось уже как традиция. Настолько дружный коллектив, мы настолько все как-то слились в одно целое. Мы очень сдружились, да, много времени проводим вместе. И не только здесь в зале, но и за пределами зала мы очень дружим. И, конечно, это очень большая разрядка после тяжелого рабочего дня. Здесь уходят все мысли, ты занимаешься только танцами, и это очень здорово. Стоит отметить, что близкие наших собеседниц поддерживают увлечение своих жен и мам. Конечно, мужья и дети являются главными поклонниками движения. А если возникнет необходимость, то члены семей всегда готовы помочь коллективу. Всегда поддерживают. У нас мужья уже готовы привезти нам костюмы, если кто-то что-то забыл дома, кто-то в городе близко там находится возле РДК, всегда приезжает, быстро съездим, что-то заберем, если кто-то что-то забыл. В городе и районе движение завоевало известность и признание. Армия ценителей и почитателей хореографического мастерства коллектива растет, и в копилке группы уже имеются победы и достижения. Ну, таланты мы пока представляли только здесь, у нас в Алдане, в нашем ДК, на всевозможных мероприятиях. Все, что проходит в ДК, вот последние 3 года, да, мы занимаемся, 3-й год, мы выступаем на всех мероприятиях, которые есть у нас в ДК. Самые яркие, и не знаю, наверное, Вальс Победы, да, и, наверное, Алданская весна, вот еще был, раз помните, да, мы участвовали в конкурсе, мы тогда одержали победу, и это была первая наша победа, это, наверное, самые такие запоминающиеся моменты. Участницы коллективов убеждены, танец – это искусство, которое можно постигать всю жизнь. Планов на ближайшее будущее и у движения, и у шарманта множество. Впрочем, всех секретов артистки пока не раскрывают. А зрители ожидают удивительные сюрпризы.